Добрый день, уважаемые родители, будущие родители, педагоги. И мы вас приветствуем на нашем вебинаре, посвященному профессиональному самоопределению. Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь главным специалистом Центра сопровождения специального и инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования, методистом Республиканского консультационного центра. На данном вебинаре я буду модератором. Мы продолжаем цикл вебинаров, посвященных психолого-педагогическому просвещению родителей. Данный вебинар организован в рамках работы Республиканского консультационного центра, в рамках реализации мероприятий просветительского проекта «Академия будущих родителей». Для освещения вопросов сегодняшнего вебинара мы пригласили Григорьеву Евгению Сергеевну, практикующего психолога, руководителя студии семейного развития «Гармония». Итак, Евгения Сергеевна. Так, прежде чем мы дадим слово Евгении Сергеевне, я хотела бы вам напомнить, что у вас есть возможность задавать свои вопросы в чате. Также вы можете записаться на бесплатную консультацию к Евгении Сергеевне через Республиканский консультационный центр. Все ссылочки представлены на слайде. Итак, Евгения Сергеевна, подключайтесь. Добрый день, всем здравствуйте, приветствую вас. Мы будем начинать, сейчас я немножечко свет отрегулирую. Так, да, благодарю за презентацию. Итак, меня уже представила Марина, я практикующий психолог и очень люблю работать с темой вот такого поиска своего пути, осмысления своего пути. И в своей работе я очень часто применяю метафорические ассоциативные карты. Это прекрасный материал для самопознания, для развития своей личности. И сегодня я предложу вам практическую работу именно с метафорическими картами. Для того, чтобы выполнить все упражнения, которые вам предстоят сегодня, и получить ответ, какую же, может быть, профессию или вид деятельности вы больше хотите освоить и в каком направлении вам двигаться, вам потребуется лист формата А4, либо разворот блокнота или тетради. Кроме того, ручка для записей и какой-нибудь маркер или фломастер, или карандаш. Если даже их не будет, тоже не беда, ничего страшного, сможете выделить подчеркиванием той же ручкой. Итак, пока вы готовитесь и собираетесь с материалами, ищете там все, что нужно для работы, я попрошу вас в чате писать о том, что для вас есть сегодняшняя тема, как бы вы хотели, какой ответ бы вы хотели получить, какой запрос у вас на сегодняшнюю работу и вообще, что для вас есть предназначение, как вы это понимаете. Вы также можете написать, являетесь ли вы уже человеком взрослым, имеющим профессию, образование, либо человеком, который хочет сейчас найти какой-то новый вид деятельности, да, самоопределением занимаетесь. Возможно, сейчас перед экранами собрались выпускники школ или студенты, или выпускники колледжей, те, кто только начинает или планирует свой профессиональный путь. Пожалуйста, поделитесь. Я буду лучше знать, кто сегодня у нас в группе работает, и буду более предметно давать вам обратную связь, потому что в процессе работы, в течение часа, я думаю, что неоднократно мы будем с вами устраивать мозговой штурм по тому, как понять ту или иную карту, какой ответ она дает. И я буду понимать, на каком уровне да, вы в профессиональной самореализации сейчас находитесь. Итак, пожалуйста, пишите ваши ожидания от сегодняшней встречи, ваш, так скажем, профессиональный статус, а также напишите, как вы понимаете предназначение. Все, кто подходит, и я вижу, что подходят участники, приготовьте, пожалуйста, лист бумаги формата А4, либо разворот блокнота или тетради, и ручку.
Можно маркер для выделения основных мыслей, своих же собственных. Да? Итак, пишите, пожалуйста, в чат. Помните, что ваша активность даст вам возможность получить много результата. Тот, кто активен, как правило, много получает. Ирина пишет, что преподавателем колледжа является. Ирина, а какой у вас запрос сегодня на работу? Вы, да, работаете, имеете образование. Что для вас будет сегодня результатом? Почему-то вы пришли, почему-то вы выделили время, да, значит, у вас какие-то есть ожидания. Попробуйте сформулировать, да, что за ожидания. Пишите, пожалуйста, ваши ответы на мои вопросы. Это очень важный момент сейчас, да, формулировки запроса. Он дает возможность, ну, обозначить границы нашей работы. И мы будем потом двигаться дальше. Напомню, что сегодня работа будет не теоретическая, а практическая. Я единственное, что немножечко сейчас скажу, такую теоретическая часть будет начальная, но она будет небольшая. Потом мы пойдем в практику, конечно. Результатом чего? Присутствие, участие в вебинаре, конечно. Да, да, Ирина, про это спрашиваю вас. То есть у вас есть работа, у вас есть профессия, да, что бы для вас сейчас было интересным? Потому что если мы просто будем определяться с вариантом профессии, возможно, это будет для вас не очень актуальным. Подумайте, пожалуйста, сформулируйте запрос на сегодняшний ближайший час работы. Итак, я жду ответов еще и от других участников. Пожалуйста, пишите. Не очень мне понятно молчание группы, потому что, ну, тогда я пойду дальше, просто не буду опираться на группу. И не смогу, возможно, отслеживать, успеваете вы или нет что-то делать. Так, пишет Татьяна. Я учитель, цель моего прихода – помочь выпускникам школы в выборе профессии. Скажите, пожалуйста, есть у учителя такая задача? Сейчас надо сформулировать, не знаете, положение, да, учителя, вот что учитель-то делает здесь, как он работает с темой профессионального определения и выбора профессии. Вероятнее, Татьяна, сегодня результат будет для вас. Вы можете проверить свою профессию, да, но та техника, которую я вам даю, возможно, вы сможете с ней ознакомить ребят. Да? Но не провести, конечно, с метафорическими картами, а вот, возможно, теоретическую часть вот им рассказать. Да, это может быть. Хорошо, поехали дальше. Итак, люди в своих профессиональных предпочтениях и возможностях делятся на две большие группы. Первая группа людей-профессионалов – это так называемые люди с однонаправленностью в деятельности. То есть эти люди осваивают одну профессию, один род деятельности, одно какое-то направление, и затем в течение всей своей жизни его реализуют. Они могут уходить глубоко в эту профессию, то есть это те, кто становится мастерами, например. Например, человек получил профессию педагога и всю жизнь движется по этому пути. Он был там в течение своей жизни и учителем, и завучем, и директором, может быть, или работал еще в каком-то образовательном учреждении, не обязательно в школе, еще в каком-то, да, но он всегда был в педагогической роли, так скажем, и развивал свое мастерство и глубину знания своего предмета, так скажем, да, деятельности своей. И человеку так комфортно, человек хорошо
осваивает эту профессию. Напишите мне, пожалуйста, как вы считаете, есть ли при такой однонаправленности в деятельности какие-либо минусы, какие-либо сложности у профессионала, который таким образом организует свой путь жизненный? Ну, не жизненный, профессиональный путь. Напишите, пожалуйста, есть ли какие-то минусы, если человек выстраивает однонаправленно профессиональную свою активность. То есть с одним плюсом, безусловно, здесь является мастерство. Таких людей именно и называют мастерами в дальнейшем. Есть ли минусы? Пожалуйста, пишите ответы ваши. Минусом однонаправленного вида деятельности является то, что такой человек может быть не приспособлен к изменяющимся условиям среды. То есть есть такие виды деятельности, которые, к сожалению, уходят. И тогда человек не может адаптироваться. Такое происходило, например, в кризисные периоды, в частности, в котором мы сейчас с вами находимся во времена карантина и вот этого вот самоизоляции. Очень многие не могут перестроиться и зарабатывать деньги как-то иначе, чем они делали всю жизнь, хотя жизнь это потребовала. Такие люди, оставаясь без работы, к сожалению, испытывают большие потрясения. То есть эта однонаправленность деятельности имеет под собой проблемы адаптации и ригидность некого мышления. Итак, минусов меньше, чем плюсов, пишет так, Жало, да, наверное, если правильно ставлю ударение, прошу прощения, если не так, так как такие люди знают свою профессию, специальность очень хорошо, но минусом может быть то, что такие люди менее развиты в других сферах. Да, спасибо, да. Угу. Спасибо. Хорошо. Ну и вот это одна такая, да, часть людей, однонаправленные в деятельности, а есть люди, так называемые мультипотенциальные, да, то есть те, которые могут осваивать разные виды деятельности, меняют деятельность в течение своей жизни много раз, они занимаются многими разными сферами, они и здесь как бы хороши, и здесь, то есть этот человек может быть там, например, не знаю, педагогом, при этом печь торты, а еще вязать на заказ, а еще там разводить цветы. И все это делает профессионально и в разные аспекты. В один момент работает в школе педагогом, а в другой момент в цветочном магазине составляет прекрасные композиции, букеты. Эти люди часто уходят в новые сферы жизни, гораздо чаще, чем люди из первой группы. Они охотнее меняют профессию и вообще как будто бы осваивают много направлений. И, конечно, здесь уровень адаптации у таких людей выше, потому что они могут подстроиться, они могут поменяться под обстоятельства, которые изменились. Кроме того, эти люди могут создавать что-то новое, потому что они синтезируют знания из разных сфер, да, то есть классно быть педагогом, классно быть логопедом, но когда ты педагог и логопед, или когда ты психолог и логопед, да, это круче. То есть на стыке этих двух видов деятельности получается нечто новое, оригинальное и очень мощное на самом деле. Скажите, пожалуйста, а какой минус у у людей такого типа, да, с какими сложностями они могут столкнуться? Пожалуйста, напишите. Плюсы я перечислила. Синтез разных видов деятельности дает им большие возможности для развития. И пишите пока минусы, я приведу пример такого человека. Я думаю, что все вы этого человека знаете. Это наша всеми известная Алла Борисовна Пугачева. Она вообще прожила, на мой взгляд, множество жизней. Она была и певица, и композитор, и поэт, и в кино она снималась, и радио у нее было, и линейка одежды у нее была, там обуви, по-моему. И вообще у нее было много мужей, много разных историй любовных и других. И она, конечно же, человек мультипотенциал.
безусловно, да, то есть она, знаете, это пословица такая, талантливый человек талантлив во всем. Какие же минусы есть у людей такого вот склада личности? Напишите, пожалуйста. Неопределенность. Такие люди не могут понять, что им нравится больше, в какой сфере они себя чувствуют комфортнее. И опять же, они не такие мастера своего дела. Могут быть исключения, абсолютно верно, да? И не обязательно эти люди испытывают неопределенность, хотя это возможно. Они часто действительно сомневаются, сюда пойти или сюда, и вот чем заняться. То есть, да, у них может стоять проблема выбора. Нельзя все делать очень хорошо. Просто может не хватать на это сил, ресурсов и времени, да, то есть им приходится выбирать. Хорошо, итак, я думаю, что вы уже поняли, к какой группе вы относитесь, и сейчас у вас есть возможность посмотреть на свой профессиональный выбор еще более глубоко. Я прошу вас сейчас написать в столбик все варианты профессий, которые вы рассматриваете для себя. Если, например, это профессии одна и та же, допустим, педагог, может быть, вы рассмотрите варианты репетитор, завуч, классный руководитель и так далее. Какие-то разные виды деятельности. Чем больше вы сейчас напишите, тем больше вы сможете взять в работу. Пишите, пожалуйста, свои варианты видов деятельности, профессиональных и иных. И ставьте плюс в чат, если вы это сделаете. Мы приступаем к практике через вот этот список. Ставьте плюс, если вы выполнили эту часть работы. Я буду понимать, что мы можем двигаться дальше. Угу. Да, спасибо. Спасибо. Все, готово. Поехали дальше. Вижу, что многие уже, ну, по крайней мере, из тех, кто работает, сделали такой список. Этот список вам пригодится. Чуть позже вы его пока формируйте. Сейчас мы оформим вот такую таблицу. В ней 6 столбиков и 6 строчек будет. Но строчки пока не чертите, они будут у каждого индивидуально заполняться. 6 столбиков. Возьмите лист А4, расположите его горизонтально и расчертите на 6 столбцов. Я буду говорить по мере там заполнения, как шапочка там называется, да. Сейчас пока шапочку мы оставляем незаполненной. В процессе все это будем делать. Если вы готовы, ставьте, пожалуйста, циферку 2 сейчас в чат, и мы пойдем дальше. Мы с вами пойдем работать в технике, которую предложили японские ученые. Называется она икигай. Знакомо ли вам это слово? Слышали вы или нет его? Неля, да, можно взять вот эту организатор праздников. Абсолютно. Можете взять еще несколько для сравнения. У вас будет больше информации. То есть вы сейчас можете прям потестить несколько вариантов. Итак, ставьте двоечку, если вы готовы. Мы переходим к работе с икигай. Это японская техника и вообще это японская философия. Смысл этого слова можно передать фразой «очень важная причина, заставляющая меня подняться по утрам с постели».
То есть это то, что нас мотивирует, придает нам смысл, дает нам вкус, полноту, глубину нашей жизни, да, эта жизнь становится наполненной смыслом. Икигай – это самый ваш важный жизненный интерес, важное стремление. И знать свой икигай – это значит хорошо знать себя. Помимо того, что вы знаете себя и понимаете, чем вам интересно и нравится заниматься, есть еще несколько сторон икигай, которые тоже надо учитывать, и мы вот как раз по ним пойдем. Икигай – это всеобъемлющее понятие, которое пронизывает всю жизнь человека, не только его профессиональную карьеру и самоопределение. Найти свой икигай, японцы считают, это очень важный шаг в жизни своей. Мы с вами сегодня займемся именно поиском своего пути и предназначения, да, именно в профессиональной сфере мы поищем ваш икигай. Как же выглядит икигай в нашем случае? Он состоит из вот таких вот 4 перекрещивающихся сфер. Нарисуйте, пожалуйста, себе этот рисунок, пока я рассказываю. Каждая из этих окружностей пересекается с каждой другой. То есть первая окружность пересекается со всеми 3 остальными. И в центре, где пересекаются все 4 окружности, образуется некое вот такое, да, вытянутое, ну, такое вот, в форме рыбки, да, пересечение. Это и будет икигай, то есть место пересечения всех 4 сфер. Сейчас мы с вами пойдем разбираться с этими 4 сферами жизни. Итак, мы начнем с первой и заполним первую колоночку вашей таблицы, шапочку, запишем «Составляющая икигай». Их будет 4 рассмотрено нами, составляющие икигай. Первая составляющая – это то, что я люблю, хочу делать. Либо я это люблю, либо я хочу это делать. То есть у меня к этому лежит душа. Заполняйте, пожалуйста, первый столбик. Первая часть икигай – то, что я люблю, хочу делать. Далее мы будем искать ответы на эти части вашего предназначения, на эти составляющие предназначения с помощью метафорических ассоциативных карт. Я выбрала для вас случайным образом карты из колоды с тотемными животными. Да, вот такая колода. Здесь очень много карт. И почему я взяла эту колоду? Потому что тотемные животные издревле людьми использовались для того, чтобы усилить свою мощь, развить свои качества нужные. В животном мире есть все, что нужно для выживания. Животный мир очень разнообразен. И мы, как представители того же животного мира, мы тоже очень разнообразны. Да? И наши индивидуальные личностные качества могут применяться в разных сферах жизни. С помощью этих карт с животными вы можете узнать, какие качества ваши, как используются в вашей жизни и в вашей профессии, на какие следует опираться. Работа будет идти через ассоциации, которые живут, между прочим, да, в бессознательном, и у вас есть возможность себя узнать лучше. Работа чисто психологическая, практическая. Итак, задумайте, пожалуйста, сейчас, прислушайтесь к себе и задумайте номер карты от 1 до 8, которая будет отвечать на вопрос «То, что я люблю, хочу делать». И поставьте в чат цифру от 1 до 8, которая будет отвечать на этот вопрос. Да, карта этого номера будет отвечать на этот вопрос. Угу. Замечательно, пошли ответы. Отлично. И сейчас я открываю вам карты. И вы запишите животное, которое вам попалось, во 2 столбике вашей таблицы. Итак, шапочку с таблицы заполняем. 2 столбик называется «Животное», которое вам попалось. Итак, что попалось? Читаем карты сверху первые 4, в верхнем ряду, в нижнем ряду 5-я, 8-я карта. Итак, заяц, пантера, скорпион, осьминог, еж, единорог,
ястреб, комар. Итак, встречайте своего животного, который будет отвечать на вопрос, что я люблю. Запишите во второй столбик это животное, обязательно, это очень важный момент. И переходим к заполнению третьего столбика. Шапочку заполняем, называется третий столбик ассоциации. И то, что я знаю об этом животном. Напишите, пожалуйста, все свои ассоциации. Что у вас ассоциируется, например, с пантерой, с единорогом, с ястребом, да? С комаром? Какие ассоциации? Заяц какой? Пишите характеристики, ассоциации в третий столбик. Ольга, я объяснила сейчас, понятно, что мы делаем? В третьем столбике пишем ассоциации на это животное, которое вам выпало. У вас какой номер карты? Вы какую карту задумывали, Ольга? Карту номер 8. Ваше животное – это комар. Пишите во второй столбик комар. И пишите ассоциации. Это могут быть и прилагательные, и существительные. Какой комар? Жужжащий, мешает, может быть маленький, может быть там, не знаю, ловкий, еще что-то. Какие ассоциации к вам приходят в голову, когда вы думаете вот про комара? Не фильтруйте, пожалуйста, уважаемые участники. Сегодня очень важно вам поработать честно с самими собой. Не фильтруйте, не пишите, что это не думайте, что это неправильно. Вот что пришло в голову, даже если это другим в голову не придет, это ваше. Что такое метафорические карты? Это инструмент, это удочка, на которую мы ловим ответы из вашей души. То, что вы не знаете на данный момент о себе, да, но можете узнать с помощью этого инструмента. Затем я буду все вам объяснять, не переживайте. Сейчас, может быть, вам вообще непонятно. Итак, Евгения, пожалуйста, если вы успеваете писать чат, я буду вам очень признательна, но главным образом пишите у себя в таблице. Без таблицы вы потом не сможете проделать анализ, когда мы пойдем смотреть на профессии. Сейчас мы про профессии вообще забыли, мы работаем с картой. Вот попалась вам пантера, и вы пишете, что про нее вы знаете. Кроме того, вот в этот сейчас третий столбик запишите, пожалуйста, все. Что вы знаете, во-первых, про это животное, да, хищник или травоядное, или всеядное животное. Возможно, вы знаете какие-то особенности этого животного, а также суперспособности. Итак, третий столбик – это ассоциации, тип питания, суперспособности и какие-то особенности, что я про это знаю. Например, единорог кому-то попался, если, то единорог – это вообще животное, которое не существует. То есть это сказочное животное, мифическое животное. Что вы про него знаете? И это ответ на вопрос, на вот эту составляющую икигай. То, что я люблю или чем хочу заниматься. Не обязательно про то, что это не существует. Это может быть про то, что я в это не верю. Я не верю, что так можно, я не верю, что у меня это получится, то, что я люблю делать и так далее. Понятно ли всем? Если есть вопросы, пишите. Дальше. Четвертый столбик вашей таблицы заполняем по этой карте. Называется этот столбик «Зона обитания». Какие бывают зоны обитания? Я сейчас вам перечислю, и вы напишите для своего животного. Зона обитания в воздухе, например, для комара. Зона обитания над поверхностью земли, например, на деревьях, да, живет. Еще одна зона обитания – это на поверхности земли или на поверхности воды. Например, комар, он может быть на поверхности воды, а личинка комара вообще живет в воде. И еще одна зона обитания – это в толще воды или в толще земли. Очень важно, чтобы вы сейчас определили это, потому что за этим стоит ответ для вашего предназначения. Я потом это все расскажу. Сейчас пока просто напишите. Готовы ли? Поставьте плюс, если все успеваете и все делаете. Итак, воздух выше поверхности земли,
поверхность земли и толща земли воды. Если ваше животное живет сразу в нескольких сферах, да, зонах обитания, так и пишите обе. Скорее всего, это две. Например, некоторые птицы могут летать и при этом сидеть на воде, да, то есть на поверхности воды. Окей, готовы. Все, 5-й и 6-й столбик мы пока не заполняем, вы даже не знаете, что там, чтобы вы не привязывались. Идем дальше и открываем следующую составляющую икигай. Следующая составляющая икигай звучит так. То, что я умею, либо могу научиться делать. Напишите, пожалуйста, в вашей таблице в первом столбике эту составляющую икигай и задумайте карту от 1 до 8, которая будет отвечать на вопрос, что же это за сфера такая, которую вы уже умеете, то есть вы освоили умениями, или можете научиться это делать. Поставьте, пожалуйста, номер карты от 1 до 8, которая вам вот сейчас интуитивно идет, да, то есть сегодня вы работаете со своей душой, она гораздо более глубока, чем вы про нее знаете, поэтому достаточно сейчас прислушаться к своим просто вот, ну, каким-то чувствованиям, импульсам, просто к интуиции. Замечательно. Угу. Выбирайте, пожалуйста, карты. И я открываю. Смотрите, какие животные вам попались. И дальше вы начинаете заполнять таблицу, так как вы уже сделали с первой картой. Попались следующие животные, абсолютно случайно, да, настраиваясь на группу, я достала эти карты. Олень, крокодил, феникс, собака, лиса, черепаха, медведь, бабочка. Пожалуйста, напишите, что вы знаете про это животное, какие ассоциации к вам приходят, какая у животного суперспособность, какой тип питания у этого животного. Если вам нужна помощь зала, пишите, мы вам поможем, если про какое-то животное непонятно. Здесь попалось снова животное мифическое, это феникс, карточка номер 3. Я должна сразу вам сказать, что мы не будем успевать разбирать все карты и всех животных. Это я вам оставляю на самостоятельную работу. Вот вам все карты попадутся, вы берете после семинара, гуглите про каждого животного, символику, что означает. Потому что олень – это очень такой вот глубокий символ вообще. То же самое медведь. И здесь я хочу припомнить сагу «Игра престолов», если вы ее смотрели, там очень сильно прописан вот этот тотем. Да, у каждого рода в «Игре престолов» был свой тотем, в том числе там у одного из родов был тотем оленя. У кого-то были волки, да, у главных героев и так далее. Тотемы – это то, что человек хотел взять себе, ту силу, которую несет это животное, и человек присваивает ее, он как бы развивается в этом направлении. Да? Мы берем себе тотем и как бы берем себе эту силу. Напишите, пожалуйста, свои ассоциации. Если у вас возникли сложности, спрашивайте, мы вам поможем. Бабочка, кто работает с ней, обратите внимание, что бабочка – это метафора и символ трансформации. Бабочка живет свою жизнь в постоянном изменении. Сначала она была гусеницей, вела один образ жизни, потом она стала куколкой, и это совсем другая вообще скорость, другой ритм и вообще другая жизнь. А потом она становится бабочкой. Подумайте, что у вас про эти трансформации. Потому что вам вот эта карта попалась. Пишите свои ассоциации и также снова напишите в 4-м столбике зону обитания вашего животного. Воздух над поверхностью земли, например, на дереве или на горах, к примеру, да, на поверхности земли или воды и в толще земли и в толще воды. Если животное осваивает несколько зон обитания, пишем несколько. Есть ли вопросы? Готовы ли вы? Если вы готовы, ставьте плюс.
Поверьте, чем больше сейчас ассоциаций вы пишете, тем вы больше получите материала для себя самих. Поэтому работайте по максимуму. Пишите ассоциаций много, пишите много характеристик животных. Более того, когда наш вебинар закончится, вы можете это продолжить делать и расписать это, да, для себя подробно про каждое животное. Поехали дальше и открываем следующую часть, составляющую икигай. То, что нужно людям. Мало что-то любить делать. Мало даже уметь это хорошо делать. Нужно, чтобы это было нужно людям. Очень много великих мыслителей и очень много творческих людей не пользовались успехом у современников. Тот же Ван Гог, он был несчастен, да, тем, что его творчество не ценилось. Это не нужно было людям того времени. Очень многие знаменитые люди стали знаменитыми после своей смерти, то есть их оценили только спустя года. И, конечно же, это большое несчастье и большое вообще переживание такое вот, и, ну, это трудное состояние делать что-то, что не нужно. Поэтому японцы считают, что в икигай обязательно должно входить, то, что входит в икигай, должно обязательно быть еще и нужно людям. Итак, заполняем таблички, первый столбик, новая составляющая икигай, и задумайте, пожалуйста, цифру от 1 до 8, карта, которая будет открывать вам этот пласт икигай. От 1 до 8 пишите в чат выбранную вами карту. Как синхронизировалась группа, посмотрите. Практически все выбрали цифру 7. Хорошо, мы тогда сможем остановиться с этим животным. Это вообще волшебным образом происходит всегда в групповой работе. Группа синхронизируется. Собрались здесь те, кому что-то близко друг с другом порешать. И вышли на одну волну. То, что нужно людям. Итак, выпали следующие карты. Петух, лев, лама, грифон, снова мифическое животное, богомол, кот, белка, летучая мышь. Ну что, уважаемые участники вебинара, как вам белка? Семерки. Как вы себя чувствуете, когда вам выпала белка? Насколько белка про вас? Похожи ли вы на белку? Ольга пишет актуально. Прекрасно. Класс, здорово. Итак, пишите, пожалуйста, все, что вы знаете про это животное в третьем столбике. Он у вас такой самый наполненный информацией, да? Ваши ассоциации, да, крутимся как белки, да? Что еще про белку можно сказать? Ладно, пишите, я потом прокомментирую. Богомол попался. Угу. Галина, пишите свои ассоциации, и если вам нужна будет помощь, вы также напишите, мне нужна помощь, мы вам накидаем своих ассоциаций, своих знаний про богомола, и вы дополните то, что вам отзывается, то, что вам подходит, в вашу таблицу, заберете себе. Итак, еще у одной участницы петух выпал, сейчас мы про них проговорим. Итак, богомол. Ничего не знаете, Галина, про него. Итак, богомол – это, ну, помните, самка богомола, которая откусывает голову самцу? Слышали вы про эту историю, про эту способность богомола? Богомолы так названы, потому что у них расположены определенным образом вот эти суставы, да, и у них лапками они так потирают, как будто кажется, что они молятся Богу, складывают ручки, ну, лапки так, и как будто бы молятся Богу. Вы можете почитать про это насекомое. Они достаточно крупные, и богомолы хорошо маскируются в траве. Они зеленые, похожи на кузнечиков, да, и они хорошо маскируются. Как это про вас? Подумайте, пожалуйста. Вот эти какие-то характеристики богомола. Богомолы хищники, по-моему, насколько я знаю. Про петуха. Петух – это вообще такое вот сакральное животное. Петух использовался во многих оккультных историях. Более того, вспоминайте Гоголя, когда петух
Вия, да, когда петух кричал, темные силы уходили. То есть петух – это связь дня и ночи, он пробуждает день, он открывает день. Петух еще может быть бойцовским. Петухи очень красивые, яркие в окраске. Они выглядят очень так доминантно, да, то есть очень часто в курятнике один только петух, а куриц много. Они борцы, они конкурируют, и они могут быть достаточно агрессивны. Кроме того, есть другой вид петухов, это, например, петушок золотой гребешок, который попал в глупую ситуацию в сказке. Это петух, которого лиса утащила. Есть другой вид петухов, который в Заюшкиной избушке в сказке освящен, да, это храбрый, такой вот как воин. Поэтому вот дайте свои ассоциации, кто работает с петухом, на оба вида петуха, пишите как можно больше, что вы знаете. Про белку, ну да, ассоциации как белка в колесе. Более того, зачем белку вообще в колесо-то засовывают? Скажите мне, пожалуйста. Чего это вдруг белка в колесе-то крутится? Зачем? И, кроме того, пишите для Галины помощь про богомола. Кто что еще знает, пишите, добавляйте, что у вас ассоциируется с богомолом. Да, жалуй, спасибо. Белку засовывают в колесо, потому что хотят организовать ее энергию кипучую. И вообще крутить колесо – это бесцельная трата энергии. Обратите, пожалуйста, внимание, как вам отзывается ли это, что нужно людям, да? Людям нужно, чтобы вы тратили свою энергию бесцельно. Ну, к примеру, у педагогов может быть такое, когда мы пишем множество бумажек и тратим множество времени и энергии на написание, и это кому-то нужно, но нам это не нужно, и мы как будто крутимся, как белка в колесе, вот в этой вот бесцельности. Угу, попала я в точку, Ольга пишет. Кому как, делитесь, пожалуйста. Более того, какие еще особенности есть у белки? С белками работают многие. Пишите, пожалуйста. Белка еще и прекрасная хозяюшка. Она запасливая, она все тащит в свое дупло. И еще есть такая удивительная, смешная особенность у белок. Они забывают, где у них дупло, тащат, потом они забывают и переходят там зимовать в другое дупло. Но в том дупле обязательно сложены еще запасы, потому что другая белочка тоже была хозяйственная и припасливая. Вот как это про вас? Пишите, пожалуйста, максимально много в третьем столбике. Напишите также зону обитания. Вот у нас белочка, она, безусловно, обитает над землей. Та же летучая мышь, кто с ней работает, тоже обитает над землей. Если вы готовы, ставьте плюсик, мы идем дальше. Отлично. И еще одна составляющая икигай. Как же без этого? Работать надо не только с любовью и с умением, и с потребностью общества, но и там, где хорошо за это заплатят. Иначе мы будем писать картины, они будут нравиться людям, но покупать их никто не хочет. Платить за это общество не хочет. Поэтому четвертая составляющая икигай – это то, за что хорошо платят. Заполните, пожалуйста, эту графу в таблице, прислушайтесь к себе и поищите ответ. Карта с каким номером даст вам ответ? С 1 до 8. И ставьте в чат. Угу. Тоже синхронию вы проявили, да, показали. Вот прям троечки сейчас очень много. Ну, это нормально всегда в группе. Психологический процесс, где идет, у тех, кто работает, и появляется некая синхрония. Итак, то, за что хорошо платят. Открываем. Ворон, волк, выдра, удав, ирбис, лебедь, белый медведь и паук. Обратите внимание,
Паук у меня перевернулся на фотографии. И вы так и можете написать «перевернутый паук». Ничего просто так не происходит. Обычно я карты выкладываю все ровно, а вот тут паук у меня перевернулся. И поэтому те, кто будет работать с этой картой номер 8, обратите внимание, что, возможно, те качества, которые вы напишете про паука, у вас либо находятся в вытесненном состоянии, то есть вы отказываетесь от этих качеств, не пользуетесь ими, вообще считаете их неприличными, отвергаете их, да? Либо вы напишете эти качества, а вы как бы в жизни делаете все наоборот им. Да? То есть что-то перевернутое тут находится. Итак, заполняем третий столбик. Пишите ваши ассоциации, что вы знаете про это животное, какой он ведет образ жизни, какие у вас ассоциации приходят в голову, когда вы, например, видите ворона, волка или выдру. Вот большинство работает, очень многие работают с выдрой. Что вы знаете про выдру, чем она отличается от других животных, какая у нее суперспособность? Делитесь, пожалуйста, друг с другом. Вот все, кто работает сейчас с выдрой, напишите, пожалуйста, какую-нибудь суперспособность выдры или какую-нибудь особенность. Поделитесь с коллегами, потому что вы работаете вот синхронно сейчас. И, возможно, про это животное не все знают, да, потому что оно не сильно часто обыгрывается в сказках, мультфильмах, каких-то иных историях. И мы можем быть не очень с ними знакомы. Выдра умная, пишет Ирина. Делитесь. Очень всегда приятно, когда группа щедрая и делится своими эмоциями, своими мнениями. В этой группе всегда очень много результата у всех участников. Те, кто не делится, те, кто не пишет, к сожалению, бывают неудовлетворены часто и считают, что им мало дали. При этом они очень мало давали сами, по закону баланса мало получили. Быстро, выдра хищное животное, так, да, выдра еще такая, знаете, она такая обтекаемая, гладенькая, да, у нее такая шерстка, которая не промокает, то есть она, знаете, как рыба в воде, да, то есть она себя хорошо чувствует в воде. И еще, что вы знаете про выдру, чем она питается? Прошу прощения. Какая у нее зона обитания? Все, кто работает с другими картами, Евгения работает с пауком, да, я уже обратила внимание, что паук тут перевернутый. Пишите про паука и подумайте, напрямую ли у вас эти качества есть, или они в перевернутом виде. То есть вы их отвергаете, не проявляете, обесцениваете. Да, спасибо, вы пишете про выдру, здорово. Татьяна, нужно ли вам помочь с вороном? Ворон – это сакральное животное, это не ворона абсолютно, да, это совершенно другое животное, которое вообще посланник между жизнью и смертью очень часто. И опять я приду к саге, к примеру, сага «Игра престолов». Кто смотрел, кстати, кто в курсе? Татьяна, смотрели ли вы в частности «Игру престолов», потому что там можно посмотреть, ага, вот я давайте вам расскажу. Там воронов, и это нормальная практика, так делали в средние века, отправлялись с письмами, да, как вот, ну, не почтовый голубь, конечно, но вот голубь так далеко не долетит, а ворон летает дольше. И ворон нес послание, и он переходил как бы из одного мира в другой, да, то есть это такой вот животный переход. И когда, например, показывают нам с вами фильм, где поле битвы, там, да, боя, и везде лежат трупы убитых солдат, и над ними вороны летают, это тоже посланники смерти, так скажем, да. Смерть в данном случае не напрямую смерть физическая, а смерть как перерождение, когда мы какую-то свою часть изменяем, в нас что-то умирает, мы становимся другими. Любой переход сопровождается в новое, да, сопровождается смертью старого. Ворон – это проводник. Почитайте, пожалуйста, про символизм ворона. Вот здесь надо очень остановиться тем, кто работает с ним, потому что это мощное сакральное животное, магическое. У всех магов, да, этот ворон сидел где-то там на плече. Ворон видит дольше, больше. Вороны очень умные, они осваивают даже речь, счет и так далее. Поэтому вот пишите,
эти свои знания. Возможно, он вызывает у вас страх, и вы можете написать это страх, отвержение. Это ваши ассоциации, ваши чувства в связи с этим животным, с которым вы работаете. Так, Галина работает с белым медведем. Давайте поможем Галине. Напишите, пожалуйста, что вы знаете про белого медведя. И он отличается от бурого медведя, естественно, как и от других видов медведя. Это медведь, который живет где-то во льдах, он хорошо плавает, он, конечно же, естественно, хищник, да, то есть если наш бурый мишка еще и малиной промышляет, то там этому нечем промышлять. Незаметный на снегу, да, конечно. При этом в воде он очень быстрый, он очень подвижный, он очень гибкий, грациозный. Он выдерживает суровые какие-то условия жизни. Что еще можно сказать про этого медведя? Добавляйте, пожалуйста, свои ассоциации. И кому нужна помощь, также пишите. Мы будем помогать разобраться с картой. Меня радует, что вы стали работать активнее, это приятно. Это показывает, что вы избавились вот от какой-то методической цели, а стали копать в себя и видеть дальше, глубже, больше. Напишите, пожалуйста, зону обитания в 4 столбике для каждого из выбранного из карты, да, вот, которая вам попалась сейчас. И если вы готовы, ставьте плюсик. Мы идем дальше. И вот мы с вами разобрали 4 составляющие икигай. В центре пересечения вот этих 4 сфер, да, вот эта рыбка, которая в центре вертикальная получилась, где все 4 окружности пересекаются и является вашим икигай. И поэтому сейчас напишите, пожалуйста, в 1 столбике икигай. Мой икигай можно так написать. И сейчас вы откроете карту, которая как бы соберет это все в одно. Хорошо, когда все это пересекается. Очень трудно жить, когда, например, тебе хорошо платят за это нужно людям, ты даже умеешь это делать, но не любишь это делать. Трудно будет жить, когда это нужно людям, ты любишь это делать, тебе за это хорошо платят, но ты не умеешь это делать. Ну, например, писать картины или петь хорошо, да, ты не умеешь это делать. Вот, да, то есть даже когда одного элемента не хватает, нам трудно. Хорошо, когда это все пересекается. Прислушайтесь к себе, выберите карту от 1 до 8, которая будет означать ваш икигай. И напишите номер карты в чат. Отлично, вижу ваши ответы. Спасибо. Поехали, открываем карты. Сова, пегас, еще одно мифическое животное, попугай, скоробей, тоже очень древнее насекомое, очень связанное с тотемами, енот, тигр, морж, лань. Итак, в 3 столбике пишите, пожалуйста, все, что вы знаете про это животное, свои ассоциации. Не фильтруйте, пишите в чистом виде. Все, что идет, вот, не останавливайте себя, да, не ограничивайте, что это неправильно или плохо, или мне это не нравится. Попробуйте воспринять как бы в чистом виде. Напишите суперспособности этого животного. Чем питается? Какая отличительная особенность? Если вам нужна помощь, пишите, мы будем помогать. Я пока расскажу про скоробея. Скоробеи – это насекомые, которые были во времена фараонов очень в почете. Они являлись, ну, там что-то с золотом фараонов очень были связаны, с мумиями фараонов и так далее. И они тоже проводники в мир мертвых. Внизу картинки нарисовано, посмотрите, пожалуйста, жук, который катит шарик навозный, да, а наверху нарисовано солнце. То есть это 2 сути скоробея. Скоробей показывает золото, богатство души, силу души, а с другой стороны скоробей – это тот, кто ходит в мир мертвых. Скоробеи заползали под кожу и съедали человека изнутри, например. То есть скоробей – это еще и тот, кто может ходить
ну, так скажем, в то, что не принято видеть, грязное, страшное, неприятное и так далее. Почитайте про Скоробея, очень занятная история, на самом деле, там с фараонами связана. Пегас – это животное мифическое, символическое, это лошадь с крыльями, безусловно, она не, как бы не присутствует на нашей планете, но это миф, да, то есть это что-то земное поднять на небеса. Это ту скорость, которую лошадь и силу, которую она развивает на земле, поднять в небо еще, усилить ее. Да? Почитайте также про Пегаса, те, кто с этим работает. Какие мифы и истории стоят за Пегасом. И после этого допишите в этот свой третий столбик, если сейчас вы много не знаете. Лань. Пожалуйста, накидайте свои ассоциации с животным, таким как лань. Да, чистый взгляд мы видим, открытые, распахнутые, доверчивые глаза, хрупкость, но при этом быстрота, стремительность, хорошая чувствительность, чуткость, да, лань должна чувствовать, что к ней подкрадывается хищник, тот же тигр, например, да, или волк. Бесшумный, очень хитрый, но лань должна обладать вот этими вот ушками на макушке для того, чтобы быстро реагировать. Быстрота реакции, грациозность, красота, безусловно, да, благородство некое, которое присутствует и у оленя в том числе. Кому еще нужна помощь, пишите, пожалуйста. Сова. Сова – это же птица тоже очень символичная. Птица, которая активизируется ночью. У нее потрясающее зрение, острое. Она видит движение мышки там на большом расстоянии в темноте. Она такой ночной хищник, который незаметно атакует. Она, безусловно, символ мудрости, естественно, да, то есть никого мудрее мы даже и придумать-то не можем. А еще сова обладает суперспособностью поворачивать голову. Помните, да, как она вращает там практически на 360 градусов поворот головы? Это значит для человека умение смотреть шире, кругозор, да, вот расширять. То есть обычно мы видим вот так, да, а вы, может быть, как человек, Ирина, ой, Людмила, да, которая работает с этой картой, можете вот больше видеть поверхность. Напишите, так это или не так. Видите ли вы шире? Либо наоборот, вам следует развивать это умение, да, поворот головы освоить, совиный такой. И вот умение смотреть дальше, в темноте, видеть там, где никому уже не видно, вы видите. То есть это может быть работа с интуицией, ну, такая вот интуитивная, да, когда вы чувствуете, что вот, ну, вот так надо сделать. Вот, Людмила подтверждает мои слова, что да, она так умеет. Хорошо, кому еще нужны какие-то подсказки, пишите. Енот. Угу. Да, у енота есть одна прекрасная такая вот очень часто обсуждаемая привычка. Ну, все, полоскает, да? То есть у енота присутствует некая навязчивость в движениях. У него вот эта вот зависающая программа, да, заезженная пластинка. И существует несколько мнений, зачем еноты все полощут. Ирина, вам надо зайти в интернет и почитать про это, все эти подходы. То есть их несколько. Один подход, это там, ну, предположение, что еноты так размачивают, ну, пищу, да, то есть им надо размоченную пищу есть, поэтому они все окунают и потом только едят. Но есть и другие подходы, поэтому вы, пожалуйста, поищите про енота и обратите внимание на ригидность действий, то есть некое зависание. Любят вкусненько, они еще впадают в спячку, да, они в холодное время года тоже в спячке находятся. Вот, они семейственные. Ну, то есть вот почитайте. Итак, зону обитания также напишите. Если вы готовы, ставьте плюс, пожалуйста, мы идем дальше. Хорошо. Все. Теперь, пожалуйста, возьмите маркер или фломастер или карандаш. Если нет, то возьмите ручку и просто будете подчеркивать. Я прошу вас взять третий столбик
и просто вот третий столбик полностью от начала до конца прочитать еще раз и найти те качества, которые вам свойственны и которые отражают качество вашей личности. Просто все подряд в третьем столбике вы читаете и смотрите, что для вас свойственно, что вам больше всего отзывается, какая вы. И если вы это сделаете, ставьте, пожалуйста, единичку в чат, я буду понимать, что мы движемся дальше. Проанализируйте сейчас себя. Вы работали вроде бы с картами с животными, а сейчас вы увидите здесь себя. Угу. Хорошо. Идем дальше. Теперь вы пишете заполняем пятый столбик вашей таблицы. Это наиболее подходящий вид деятельности. Напишите, пожалуйста, по каждому из составляющих икигая, всего у вас 5 строчек, там 5 карт было. Напишите, какая из профессий соответствует больше всего тем качествам, которые вы там написали, и особенно, которые подчеркнули. К примеру, вы написали, что заяц трусливый, быстрый, там, ушастый, все слышит, все знает, милый. И вы себя обозначили, что вот быстрая и милая я. Какая из деятельности, которые вы описали в самом начале, соответствует больше всего вот этим качествам, проявленным у зайца, к примеру, на первой карте. И так вы сделаете по всем 5 картам, по всем 5 животным, которые вы прошли. Если вы это сделали или у вас возникают трудности, пишите. Если сделали, ставьте двоечку. Если возникают сложности, также пишите. И здесь вы уже можете получить ответ на свой вопрос. То есть какие из этих видов профессий наибольше совпадают с вашими личными качествами, которые проявляются в вашей жизни, которые вам свойственны. Шестой столбец, который остался пока не заполненный, вы можете подписать как вывод. Это место для ваших каких-то записей или для каких-то ваших мыслей, или для конкретного вывода. Например, вы увидите, что на этом этапе больше всего одна или две из профессий совпадают с вашей личностью. Да, Татьяна, сейчас будет еще одна практика, не переживайте, не отчаивайтесь, это сейчас все в процессе еще работы. У нас еще один анализ впереди. Итак, все, кто сделал, ставьте двоечку, пожалуйста. Я буду понимать, что вы готовы. Возможно, Татьяна, сложности еще возникли потому, что, например, мало писали ассоциации. И тогда, когда мы закончим, вы просто садитесь и еще пишите. Можете поспрашивать окружающих, что ты знаешь про тигра, что ты знаешь про моржа, который мне достался. Можете погуглить про скоробея, про пегаса и про всех остальных, кого вы не знаете, и дописать. И потом тот же анализ провести. И у вас будет ответ. Итак, еще один способ анализа того, что вы сейчас писали. Я прошу вас сейчас открыть список. Вот помните, в столбик вы написали все профессии. Откройте этот список, возьмите его сейчас перед собой и оцените каждую из этих профессий по шкале от 1 до 10, ответив на вопрос, на сколько баллов от 1 до 10 вы любите это делать. Поставьте, пожалуйста, оценку каждой из профессий. Интуитивно. На сколько баллов? От 1 до 10. Где 1 совершенно не люблю это делать, ненавижу просто. 10 всю жизнь бы этим занимался, даже если бы мне за это не платили.
Это мое любимое дело. И если вы это сделали, ставьте циферку 3 в чат. Так, замечательно. Теперь каждой своей вот этой оценке по профессии поставьте плюсик и оцените те же самые профессии по такой шкале от 1 до 10. На сколько баллов вы оцениваете свое умение в данной области, либо возможность научиться этой профессии. К примеру, некоторым профессиям научиться нельзя. Например, если вы хотите быть эстрадной певицей, а у вас ни слуха, ни голоса, то, к сожалению, это, скорее всего, будет невозможно. Или там писать картины, или балетом заниматься, к примеру, да. Есть вещи, ну, такие как, например, наверное, уже трудно будет получить профессию врача, если тебе 40 лет. Скорее всего, ты просто не успеешь там поработать, потому что там надо долго учиться, да. И поэтому оцените, пожалуйста, на сколько баллов вы оцениваете свое умение или возможность научиться этой профессии. И если вы сделали это, снова ставьте плюсик и в чате напишите 4. А к тем баллам, да, плюсики, потому что еще будет, хорошо. Угу, вижу, что вы успеваете. И оцените теперь каждую из этих профессий от 1 до 10, на сколько баллов в этом нуждаются люди. На сколько баллов в этом нуждаются люди. Где 1 совсем это не нужно никому. 10 они в этом очень нуждаются. Это прям очень-очень надо людям. Это прям то, что им надо. Если вы оценили, поставьте 5. Угу. Так, замечательно. И ставьте снова плюсик к этим баллам. И 4 пункт для оценивания. От 1 до 10 баллов оцените материальную прибыльность этого дела. Где 1 денег там мало или вообще нет, и 10 это прям вот неограниченный доступ к финансам, прям можно разбогатеть, и прям денег там много. Можно заработать. Оцените. И когда вы это сделаете, ставьте 6 в чат. Угу. Теперь посчитайте количество баллов, полученных по каждой профессии. То есть мы снова приложили к икигай вашу профессию и сделали такую математическую модель. Для тех, кто не верит в вот эти карты, да, и в ваши ассоциации, кто не доверяет своему бессознательному, пожалуйста, материальный вам способ, ради бога. Пожалуйста. Ты мне мешаешь, у меня идет занятие. У меня нет. Выйди, пожалуйста. Угу. И вы сейчас получите ответ на свой вопрос. Какая из профессий наиболее попадает в икигай? Напишите, пожалуйста, попало ли, получили ли вы ответ. Возможно, здесь будет 2 профессии, пожалуйста, которые вы можете выбирать. И та вам хорошо подходит. И совпадают с вашим икигай максимально. Делитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями, вашими результатами. Пишите. Угу. Итак, сегодня мы с вами провели очень такую вот всестороннюю, я бы сказала, практику по поиску своего предназначения и дела жизни. Я прошу участников, кто работал, поделиться своими ощущениями, своими результатами, своими какими-то вопросами, если они остались. Как вам была эта практика? Как вам работа с картами? Уверена, что работа ваша будет продолжаться и после
нашей встречи, потому что бессознательно работает. Вопросы вы задали, и они зазвучали, и ваша душа будет сейчас их искать. Вот увидите, вы сейчас попадете на какую-нибудь программу, где будет рассказываться про это животное, или где-то вам покажет это интернет, да, или там еще что-то вы встретите про это животное, оно может даже вам присниться, потому что вы вопросы задали своей душе, да, своему бессознательному. Вы направили свое внимание на поиск предназначения. Да, дорабатывайте. Возможно, сейчас не хватало, может быть, кому-то времени, чтобы в каждую карту погрузиться. Я думаю, что запись будет, и вы сможете потом пересмотреть, увидеть эти карты снова, если вы себе не сохранили. Я благодарю вас за работу. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, вопросы, впечатления. Кто работал, мне будет полезно узнать, какой ваш результат, получили ли вы свой ответ. Да, благодарю вас, желаю вам хорошего продолжения дня. До новых встреч, впереди у нас много интересных тем. Всего хорошего, спасибо за работу.